Алмазодобывающая компания «Алроса» стоит на пороге больших перемен. Почему можно сделать такой вывод? Этот вывод можно сделать после встречи Путина с президентом компании Павлом Маринычевым. Спасибо большое, что нашли время. Хотел бы доложить о деятельности нашей компании. У вас запас 1 миллиард карат, да? Да. Это примерно 50% от общемировых запасов алмаза. Все верно. Путин встречается с президентом компании «Алроса» только тогда, когда происходит что-то очень важное, сложное, трудное. Например, до этого Путин встречался с президентом компании, с бывшим Ивановым, когда была трагедия, обвалилась одна из шахт, погибли люди. Тогда Путин лично встречался. В этот раз мы понимаем, что во главе угла стоят деньги, да? Вернее, их отсутствие. Путин сейчас усиленно ищет деньги на продолжение войны. У вас запас 1 миллиард карат, да? Да. Вот что может быть с компанией «Алроса»? Давайте подумаем. Например, Путин может отдать эту компанию кому-нибудь из своих приближенных. Как он отдал компанию «Колмар», которая работает у нас на территории республики, своей племяннице Цивилевой. Он тоже может отдать компанию «Алроса», те активы, которые принадлежат России, кому-нибудь из своих. Но этого не будет. Только по той одной причине, что эти деньги будут внутрироссийские. Понимаете? Это внутрироссийские деньги, а ему нужны новые деньги, вливания ему нужны. И эти новые деньги ему могут принести только зарубежные инвесторы, зарубежные его партнеры. Кто у нас из зарубежных партнеров занимается алмазным рынком? Из зарубежных партнеров российских, которые из тех немногих, которые остались, да, это Индия. И Индия является центром по огранке алмазов. Они не занимаются добычей, они гранят алмазы. Так вот, почему бы им не предложить какую-то часть активов, какое-нибудь месторождение для добычи алмазов? Тем более, не так давно мы с вами уже слышали новости об Индии, тоже в связи с Республикой Саха, когда Путин предложил им какую-то часть тамторского месторождения разрабатывать. Что там было дальше, мы, конечно, с вами не узнаем никогда, пока индусы не заедут уже и не начнут разрабатывать. Как обычно, у российских властей все шито-крыто, людей ставят перед фактом. Вот. И тем не менее, индусы, да, почему бы и нет? Очень даже правдоподобный вариант. Скорее всего, какая-то часть активов «Алроса» будет передана индусам для добычи алмазов. Вы знаете, вот во всей этой схеме нет одного самого важного элемента. Путин, Маринычев, «Алроса», индусы, там еще кто-то, да? Одного нет. Жителей Республики Саха. За неделю до встречи Маринычева с Путиным Минфин опубликовал новость о том, что в сентябре будет проведен аукцион по продаже крупнейших алмазов, которые находятся в ведении Российской Федерации. Больше там 10 каратов размером они будут продавать. Понятно, что покупатель уже определен, и они этот аукцион проводят только для того, чтобы придать законность этому действию. Да. Понятно, что ищут деньги, да, для того, чтобы или подлатать дыры в бюджете, или для того, чтобы там отправить эти деньги на войну. Это уже не важно. Самое главное, что жители Республики Саха никто не спрашивает ни о чем. Хотят ли жители Республики Саха, чтобы их алмазы продавались? Хотят ли жители Республики Саха, чтобы что-то было с активами компании «Алроса»? А ведь жителям Республики Саха принадлежит какая-то часть акций «Алроса». Кто-нибудь спрашивает у них? Нет. Никто не удосужится спросить у жителей, как будто их вообще нет в природе, жителей Республики Саха. Как будто компания «Алроса» добывает алмазы не на нашей территории, не на территории Республики Саха, а на территории Московской, наверное, области добывают они алмазы.
нету в этой схеме жителей Республики Саха. Никто не спросит, что жители думают о будущем этой компании. 10 миллиардов убытков. Убыточная компания, ну убыточная скоро станет совсем. Алмазы не продаются, санкции давят. В мы с вами, извините меня, пропустили тот момент, когда жители Республики Саха, да вообще любой национальной республики вычеркнули из Конституции как собственников земли и того, что находится в этой земле. Жители Республики Саха не имеют права на свою землю. Земля и природные богатства принадлежит Российской Федерации. Росимуществу, наверное, да, Минфину, наверное, лично Путину и всем его дружкам. Но только не жителям Республики Саха. Это все вычеркнуто. Да, это ваше достояние, но пользоваться этим вы не имеете права. Зато мы, вот это по их логике, будем выкачивать, отправлять все это в Госрезерв и делать все это, вот все ваши богатства, которые мы получаем, причиной для того, чтобы проводить переговоры в высоких кабинетах с иностранными инвесторами и сидеть и решать, кому, куда, сколько отправить и сколько нам им в карман положить. Мы с вами, жители Республики Саха, в этой схеме отсутствуем. Вообще их у нас нет. Никто спрашивать нас не будет. Пока Республика Саха находится в зависимости от Путина и от Москвы, от Кремля, так и будет продолжаться. Но когда мы станем независимыми, не будет больше ни Путиных, ни Маринычевых в этой схеме, да? Ни индусов там, ни Цивилевых, никого не будет. Будут жители Республики Саха сами лично решать, что им делать со своими природными ресурсами.